Добрый вечер, с вами Ирина Ефимова и программа «Якутия Лайф». Наши эфиры выходят на телевидении в прайм-тайм. На это же вечернее время приходится и час пик на дорогах. И с каждым годом трафик становится все плотнее. Кто-то из автомобилистов считает, что в пробках виноваты настройки светофоров. Другие думают, что все дело в неопытных водителях и отсутствии культуры вождения. Третьи говорят, что камеры светофора устанавливают только для того, чтобы собрать побольше штрафов. Разберемся в ситуации вместе с нашими гостями. Сегодня у меня в студии начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия, капитан полиции Тимофей Михайлович Шеломов. Здравствуйте. Вечер, Ирина. И на онлайн-связи с нами по скайпу также начальник отдела дорожного надзора Управления ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия, полковник полиции Айсен Ильич Прокопьев и начальник отдела сопровождения комплексов фото-видеофиксации Управления автодорог Якутии Иван Анатольевич Лукин. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире, и задать свой вопрос или высказать мнение можно по номеру нашей горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 0502. Это номер для сообщений в WhatsApp. Или позвонить можно голосом в прямой эфир по телефону 8 41 12 42 14 39. Тимофей Ильич, первый вопрос вам. Сколько штрафов по итогам 2020 года выписали автомобилистам Якутии? Каких нарушений больше всего? Еще раз добрый вечер. Значит, по итогам 2020 года у нас на территории республики вынесено более 360 постановлений по делам об административных правонарушений на общую сумму более 240 миллионов тысяч рублей. Значит, конечно, тут надо отметить, что основная масса административных правонарушений приходится на превышение скорости от 20 до 40 км в час, предусмотрено статьей 12.9 части 2. Значит, по данной статье вынесено порядка 250 тысяч постановлений. То есть превышение скорости – это самое частое нарушение, Да, получается? да. А по Якутску какая статистика? Ну, по Якутску также получается... То есть большинство в Якутске, да, Да, наверное? основная масса, конечно же, у нас фиксируется именно в городе Якутске. В связи с тем, что у нас вообще имеется 121 комплекс фиксации административных правонарушений, из них 66 находится в городе Якутске именно. То есть, ну, примерно половина, да, Да, получается? грубо говоря, половина. Между тем, в 2021 году мы планируем еще поставить на территории республики порядка 30 комплексов фиксации правонарушений. Из них около половины где-то в городе Якутске. Опять же, остальные будут установлены в районах и также на автомобильных дорогах. А можно вот личный вопрос, как автомобилист, я иногда езжу по Хотнурядскому шоссе, его прекрасно сделали, но почему там скорость 40 км в час? Ну, здесь следует отметить то, что данная улица, она еще находится на ремонте. Как вы видите, если вы часто ездите по данной дороге, вы видите, что в настоящее время там нет тротуаров, нет пешеходных ограждений. Поэтому статус у данной улицы, пока она находится в ремонте. Следовательно, там ограничение установлено 40 км в час. То есть когда будет завершена работа, там уже будет по-другому, да? Там будет уже как по правилам дорожного движения 60 км в час. Ага, хорошо, спасибо. Следующий вопрос у меня Ивану Анатольевичу. С какого года в республике ставят комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения? Что изменилось за этот период и сколько их еще появится? Добрый вечер еще раз. На дорогах республики камеры фотовидеофиксации появились в 2013 году. По статистике, если в 2013 году на дорогах погибли 56 человек, то по итогам прошлого года показатель снизился у нас до 86 погибших. Мы к 2024 году намерены добиться ключевого показателя, национального проекта безопасной качественной автомобильной дороги и сократить тяжесть последствий ДТП в 3,5 раза. То есть у нас должно быть к 2024 году это 304 погибших. Это у нас по статистике так должно быть. В 2021 году мы планируем установить 30 комплекс фото-видеофиксации. Это у нас город Якутск будет большинство. Автодорога у нас это Габарский район,
Намский район, Мегенопаласский район, Неринги будет основная часть еще. И будет город Нирба будет. В настоящее время в балансе находится 121 единица комплекса фото-видеофиксации, это из них 80 единиц стационарные, 10 единиц передвижные и 7 единиц у нас. Спасибо. Следующий вопрос у меня тоже по скайпу. Аял Ильич, вот интересное мнение мы нашли в интернете. Айсен Ильич, простите. Айсен Ильич, вот в интернете есть такое мнение, что Да-да, Якутск слушаю. самый светофорный город в мире. От кинотеатра Лена до круга столичного рынка на протяжении 5,5 километров 22 светофора через каждые 250 метров. В Федерации автомотоспорта нам сообщили, что в Якутске количество светофоров в 5 раз выше, чем во Владивостоке. Каким их число должно быть для столицы республики и вообще немного ли это? Добрый вечер еще раз. Но хочу сказать, что у нас в республике установлено 219 светофорных объектов, из них 148 у нас находится в городе Якутске. Правила применения светофорных объектов определено ГОСТами национальными по интенсивности движения, а также пешеходов. Устанавливают их органы местного самоуправления, собственники дорог. По интенсивности, если посмотреть, мы прекрасно знаем, что наш город, он застройки, и это просто-напросто не будет, у нас просто будет большой коллапс. Ну, я пытаюсь сказать, сколько объектов находится в городе Владивостоке. Ну, в городе Якутске как бы и все понимают, что без них у нас никак. Если взять проспект Ленина, если мы так посматриваем, у нас 4 полос, у нас также имеются переходы регулируемые, которые необходимы именно на дороге, где 4 и более полос на пешеходных переходах. Спасибо. А сколько комплексов фото-видеофиксации в других городах? Ну, вот в Якутске мы выяснили, что 66, а вот в Алдане, Ленске, Мирном, Нерюнгри? Да, конечно, там имеются свои комплексы фото-видеофиксации. Между тем, на региональных автомобильных дорогах, таких как у нас, там стоят всего общее количество 11 штук. Непосредственно в населенных пунктах, где есть пешеходные переходы, они на федеральных дорогах, получается, на федеральной дороге Лена у нас установлено 7. Это, конечно, Нижний Бестях, Алдан, Томот и Нерюнгри. На федеральной дороге Вилюй у нас установлено порядка 9 комплексов фотофиксации. И на Колыме также. Они все расположены именно в населенных пунктах, непосредственно вблизи пешеходных переходов, а также на прямых участках дорог. А вот наличие этих комплексов вообще влияет на аварийность? Да, напрямую, конечно, влияет. Мы ежегодно госавтоинспекции проводим анализ по истечению года, изучаем каждое ДТП. Основная масса, конечно, причин ДТП – это превышение скорости на тех или иных участках дорог. И там принимаем решения совместно с правительством, с Министерством транспорта об установке комплексов фото-видеофиксации, чтобы сдержать скорость. Вот есть же такие традиционно аварийные перекрестки, например, там Петровского-Аюнского, например, да? Вот там с тех пор, как камера появилась, стало меньше нарушений? Конечно. Ранее, когда там камеры не было, да, это был переходящий из года в год место концентрации ДТП, но с момента, как установили туда камеру, там, бывают, конечно, случаи, регистрируются факты ДТП, но уже как таковым местом концентрации ДТП он уже не является. То есть тут следует полагать, что комплекс сыграл свою роль. Иван Анатольевич, у вас есть что добавить по этому вопросу?
Да, вот хотел бы отметить тоже вот по Петровского Юрского, да, Петровского Юрского комплекс появился в 2016 году. А, и первые дни, когда вот этот комплекс установлен с 1 января, первый месяц было вынесено порядка 20 тысяч правонарушений. Это в день где-то фиксировалось 1000 правонарушений. Основное нарушение было стоп-линии. Почему так много нарушений в первые дни появились, да? Потому что люди, водители, не знали правил дорожного движения, именно, то есть именно знака стоп, да, или разметки стоп, люди нарушали. И основное нарушение там расположение транспортного средства, именно такие нарушения тоже были очень большие. А потом сейчас в данное время в этом перекрестке у нас фиксируется где-то в день примерно 10-15 нарушений. Это уже считается у нас как бы уже знают об этом, как бы не нарушает на этом. Естественно, у нас в этом перекрестке у нас уже минимальное количество ДТП. Ага. То есть с 3-4 тысяч до там единичных десятков случаев, это получается Это вообще примерно 100 раз. 100 раз, да. Даже в 200, да, даже в 200 раз, благодаря камерам только. Да. Ничего себе. И следующий вопрос Айсену Ильичу. Айсен Ильич, автомобилисты Якутска считают, что многие светофоры отрегулированы не оптимально, и отсюда в городе пробки даже не в час пик. Вот сейчас весна наступила, машин стало намного больше, все выехали, разморозились, все сели, все поехали. В общем, пробок становится больше. По данным Федерации автомотоспорта Якутии отсутствует синхронизация светофоров на основных улицах. Лермонтова, Пояркова, Дзержинского, Лермонтова и других. Ленина и других, да. И будут как-то их перенастраивать на зеленую волну? Да, конечно, с наступлением весны все мы заметили, что транспорта у нас на дорогах стало гораздо больше. Это, конечно, напрямую связано с пробками, в часы пик и даже, как вы отметили, в обычное время. Ну, хочу сказать, что в зависимости от технических возможностей можно, конечно, это все настроить. Однако на сегодняшний день светофорные объекты у нас работают по отдельности друг от друга. Синхронизация работы всех светофорных объектов возможно только после внедрения автоматической системы управления дорожным движением, так сказать, АСУД. Ну, скажу, что администрация города Якутска занимается данным вопросом, и нынче они уже проводят аукционы, и данную работу они идут и будут внедрять поэтапно. Спасибо. А вот мне интересно, как рассчитывают вообще количество комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения для города или для конкретной улицы? То есть на каких-то улицах камер нет, а на других по несколько штук, например. Иван Анатольевич. Ну, выбор мест установки комплексов осуществляется согласно методике определения мест размещения технических средств на основании перечня аварийно-опасных дорог и органов местного самоуправления и по рекомендации ГИБДД. И согласно принятию решения и о применении комплексов разрабатывается проект организации дорожного движения, который согласуется с управлением ГАИ и владельцем автомобильных дорог соответственно ГОСТу. Спасибо. Тимофей Михайлович, вот у нас есть вопрос с горячей линии. С камерами есть одна проблема. Допустим, ты стоишь первый на перекрестке у стоп-линии, а сзади у тебя с маяками и сиреной летит скорая. И у тебя дилемма: пропустить, выехав за ограничительную линию, да, и схлопотать штраф, или стоять, но там человеческая жизнь, возможно, на волоске. Ну, здесь хочу отметить, что это ошибочное мнение. Есть статья 24.5, часть 1, пункт 3, действия лица в состоянии крайней необходимости.
То есть здесь будет именно расцениваться и учитываться позиция данной статьи и административное правонарушение в отношении водителя, который пропустил скорую помощь и выехал за стоп-линию, либо выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, постановления выноситься не будут. Каждое административное правонарушение, оно обрабатывается, во-первых, оператором, инспекторами административного законца. То есть тут рассматривается при вынесении постановлений все обстоятельства совершенного постановления. И в данном случае постановления выноситься не будут. Ага, понятно. То есть не просто автоматом, а люди смотрят, все-таки Да, разбираются. конечно, да, и- конечно. и Каждый если- случай разбирается инспекторами. Мгм. Вот, поэтому если скорая или там пожарная, Да, тут смело можно уступить, упираясь в вышеуказанной статье. никакого штрафа за это не будет. Да, так точно. Ага, понятно. Следующий вопрос у меня Айсену Ильичу. Айсен Ильич, вот не только количество машин и светофоров ведь влияют на плотность движения. Если на какой-то крупной улице происходит ДТП, то движение у нас сразу встает не только на этом участке, но и на прилегающих улицах. Ну вот вчера, например, далеко ходить не надо, возле центрального кинотеатра была авария, и все, у нас там проспект парализовало практически. Курашова и Ярославского сразу встают. Орджоникидзе. Какие вот основные места концентрации ДТП вы выявили в 2020 году в республике? И что планируется сделать, чтобы снизить аварийность? Ну, как Тимофей Михайлович уже сказал, по итогам года госавтоинспекция проводит анализ дорожно-транспортных происшествий, и по итогам которого определяется места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Но если взять город Якутск, у нас в городе Якутске таких 5 мест выявлено. Это на улице Билибина, возле дома 2/1, где металлист там маленькая с изгибом дорога у нас. Вилюйский тракт — это выезд с царства вечной мерзлоты. Улица Черяева-Губина, Лермонтова, Петра Алексеева и Дзержинского возле дома 22. По каждому отдельно у нас смотреть, какие меры мы будем принимать для ликвидации данных мест, как концентрация мест дорожного происшествия. По улице Билибина у нас предусмотрена установка дорожных знаков, а также искусственные неровности, так сказать, лежачих полицейских на царстве вечной мерзлоты, 7-й километр Великий тракт. У нас будет установка дорожного знака ограничения скорости, а также комплекс фото-видеофиксации на улице Черяева, Черяева-Губина, перекресток. Предложение внесено установка светофорного объекта Т-образного перекрестка делать. На Лермонтова, Петра Алексеева модернизация и регулировка самого светофорного объекта, секции правого поворота на улице Дзержинского, 22. У нас там устранение дорожного полотна колейности, которые ну, а также разделение потоков транспорта инженерными сооружениями в виде элементов или тросового разделения. Спасибо. Спасибо. Тимофей Михайлович, все-таки в горячую линию вот пишут, что все-таки был такой случай, вот, что оштрафовали. Пропускал человек скорую, пришел штраф. Вот что в этом случае делать человеку, как В этом оспорить? случае, конечно, любой гражданин, водитель может воспользоваться правом на обжалование постановления. Если он считает, что оштрафовали неправомерно, либо незаконно, он не согласен с вынесенным постановлением, он всегда может обратиться и написать жалобу на постановление. И тогда это будет оспорено, как камеры поднимут запись, будет понятно, что он там пропускал скорую действительно, да? Да, конечно. Ну, там установят в рамках рассмотрения жалобы, установят все обстоятельства, изучат, опросят
и примут решение. Мгм. А сколько времени хранятся записи с камер? 2 года. 2 года? Да. Ага, то есть в течение 2 лет можно подавать и Да, но выяснять тут с надо помощью понимать, камер. что любое постановление, оно вступает в законную силу по истечении 10 суток с момента вынесения. Мгм. Вот интересно, на каких перекрестках и участках дорог в Якутске камеры фиксируют наибольшее количество нарушений? Ну, тут, конечно, на больших перекрестках. На больших перекрестках, где наибольшая интенсивность транспортных средств, таких как Лермонтова, Кирова, Лермонтова, Сергеляхское шоссе, Дзержинского, Кальвица, ну и такие более крупные перекрестки с наибольшей интенсивностью движения. А в других городах республики? Ну, в других городах, да, таких как Нерингри, Мирный, конечно, там фиксируется тоже, но в связи с тем, что интенсивность там гораздо меньше, чем в городе Якутске, конечно, соотношение меньше. Айсен Ильич, а какие места для концентрации ДТП в городах наших, таких как Алдан, Ленск, Мирный, Нерингри, другие крупные города? Но мы рассмотрели отдельно город Якутск, где я указал 5 мест. Однако по итогам 2020 года у нас 7. И это у нас одно место концентрации мест ДТП, это на 12-м километре региональной дороги НАМ, ну это, правда, территория администрации города Якутска, он находится на региональной дороге, это в сторону Иш-Хатына, все мы знаем. Ну, там скоростной режим, и по ликвидации данного места, все мы знаем, что у нас там началась реконструкция, и там делается дорога трехполосная с разделением потока транспортных средств. Сейчас там работы активно уже ведутся. Второе место у нас по республике, ну, которое появилось, это на 640-м километре федеральной дороги Лена. Можно сказать, это в самом городе Алдане, пересечение перекрестка федеральной дороги Лена и заезда в поселок Солнечный. Это место такое довольно-таки проблемное, и оно у нас выходит не первый раз. Однако те меры, которые мы принимали ранее, установка фотофиксации, баннеров, светового табло, светофорного объекта, привлечение внимания водителя, и дорожных знаков, шумовых полос. Вот он у нас смотрит данные мест концентрации дорожного транспорта происшествий. Будем рассматривать на региональной комиссии по безопасности дорожного движения и будем вносить предложение по ликвидации. Сейчас, собственно, Спасибо, Айсен Ильич. У нас есть вопросы из Нерингри на горячую линию. Там тоже есть площадь Ленина. И вот там есть камера, но нет таймера отсчета. И зрители негодуют. Либо уберите камеру, либо уберите таймер отсчета. ну давайте я, наверное, Так, ну, тут... прокомментирую, что касается Так, нам светофорного объекта. отвечает? Угу. Таймер обратного отсчета, он отсутствует. Но это, надо сказать, по технической инструкции это может применяться. А по ГОСТу, если он отсутствует, это не считается нарушением. Водителю предлагаю, конечно, соблюдать правила дорожного движения, вести транспортное средство с учетом дорожных условий и полностью владеть по ситуации. Спасибо. И у нас есть звонок в студии. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Да, слушаем, задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Да, меня зовут Александр. Я бы хотел спросить, вот на Петра Алексеева Лермонтова, почему поменяли светофор? В каком смысле поменяли? Что сделали? Там с временем был светофор.
Отчет времени, да, имеется в виду? Да, расчет времени, а сейчас там нету такого. Ага, ну, Айсен Ильич, это, кажется, ваш вопрос. Да, ну я говорю, что это место концентрации дорожно-транспортных происшествий является Лермонтова, Петра Алексеева. Мы данный вопрос будем рассматривать. И там будет модернизация, я как сказал, будет дополнительный отсек на правый поворот. Ну и, конечно, будем рекомендовать, чтобы поставили для удобства таймер обратного отсчета. Мгм, спасибо, Айсен Ильич. Следующий вопрос Ивану Анатольевичу. Вот не только камеры и светофоры злят наших водителей, но и другие автомобилисты, особенно если они не так паркуются, скажем мягко. Помимо стационарных дорожных камер и передвижных комплексов, в Якутии есть еще комплекс для фиксации нарушений парковки. Вот о нем можете подробнее рассказать? Да, у нас на балансе МГКУ находится одна единица комплекса. Комплекс называется «Дозор». Да? Он представляет собой моноплощадный прибор, который устанавливается на передней панели автомобильного автомобиля. Прибор оборудован двумя камерами, которые записывают дорожную остановку и распознает регистрационные номера. Доказательной базой для нарушений является две фотографии, зафиксированное время, примерно это время стоит там 5 минут. В течение 5 минут, если водитель остановился в неположенном месте, где стоянка и остановка запрещена, то это нарушение передается в обработку и обрабатывается и передается в САПАП для дальнейшего рассмотрения административного правонарушения. Данный прибор у нас патрулирует именно в городе Якутск. Это у нас улица Мосова, улица Кирова, Ярославского. И еще дополнительно в этом году еще будут места, где машины будут ездить, патрульные машины. Примерно нарушений, да, выявляет где-то вот порядка 30-32 правонарушений. Мгм. Спасибо. И у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер, задавайте свой вопрос, вы в эфире. Алло, вы Да, мне да, да. говорите, да? Да, Понимаете? Так, здравствуйте. здрасте, здрасте. На вот перекресток Ярославского и где выход на 203 микрорайон. Там вот на этом перекрестке светофор стоит. И там все время аварийные ситуации создаются. Машины пропускают, а кто не пропускает. А там всего вот надо 7 лет уже стоит, я вижу, да? Перенести светофор на другой столб, да, ближе сюда поставить, ну, по Чернышевского. И все, и перекресток будет открытый, и все будут нормально ездить. Ага, спасибо за вопрос. Вопрос понятен. Мне кажется, это вот, Айсен Ильич, ваш вопрос, да? Да, это наш вопрос. Организация дорожного движения. Да, он проблемный. Мы знаем, что там возле ЕТК есть заезд в сторону третьего, ну, скажем, микрорайон полностью до конца недостроен, и инфраструктура по градостроительству и транспортной развязке там будет рассматриваться. То, что касается этого заезда на сегодняшний день, там у нас, ну, скажем, двойная сплошная линия. Скажем, кто пропускает, он оказывает, ну, скажем, медвежью услугу. Однако постановлением правительства, а также зампредом Российской Федерации Шуфутдиновым дано поручение разделения потоков транспортных средств. У нас 2 и более полосы с разделением технических средств. Как я сказал, тросовыми ограждениями и барьерными. Что не будем принимать там. Спасибо. Тимофей Михайлович, а вот водители всегда негодуют, да, что понавешали камер, понаставили светофоров, и дороги сделать забыли. А вот сейчас и в городе, и по всей республике активно
дороги ремонтируются по национальному проекту «Безопасные дороги», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вот, допустим, была плохая разбитая дорога, там висела камера, а потом дорогу отремонтировали. Камера продолжает висеть. Вот нарушений меньше становится на новых дорогах или наоборот гонять начинают? Ну, здесь я приведу пример улицы Хатаныряское шоссе. На протяжении долгих лет, как мы все помним, там дорога была очень в плохом состоянии, и не так давно ее отремонтировали. Водители сразу стали превышать скорость, вследствие чего совершать ДТП, в которых страдают люди. И у нас там образовался очаг аварийности, вследствие чего мы там установили скорость, комплекс фотофиксации по скорости. И в настоящее время пока там правонарушения и ДТП не регистрируется. То есть, когда дорогу чинят, нарушений становится больше, но когда камеры вешают, нарушений становится Да, меньше. конечно, это сдерживает водителей на соблюдение правил дорожного движения. Спасибо. И у нас есть вопрос с горячей линии. Много лишних светофоров. Свигелявское шоссе, Красильниково, автодорожное, перед третьей поликлиникой, на Клондершвиле. Еще, например, перекресток Чернышевского, Гастелло, где раньше была школа. И это было обосновано. А зачем там сейчас светофор? Айсен Ильич? Так, ну, по Сергеляцкой, Красильникова и Лермонтова данный перекресток у нас четырехполосный со всех сторон пришел. Там необходимость светофорного объекта, конечно, крайне необходима. Конечно, мы предлагали администрации города Якутска при планировании рассматривать другие варианты в виде круговых развязок, которые вы все видите, довольно-таки активно применяют при строительстве дорог. Там недалеко у нас заезд на Гемиин, и вы знаете, тоже довольно-таки проблемный был, однако он сейчас нормально функционирует. Что касается Чернышевского Гастелло, насколько помню, образовательное учреждение там до сих пор есть. Это коррекционная школа. Все школы госавтоинспекция, в принципе, держит на контроле. И содержание и приведение в нормативное состояние вблизи образовательных учреждений это на особом контроле Министерства внутренних дел, хочу сказать. А также, ну, сами поймите, там у нас 3 полосы, 2 в одном направлении. Если поворот в левую сторону противника, это пересечение 2 полос. Не необходимо. Спасибо. Иван Анатольевич, вот у меня такой вопрос. Комплексы же разные. Какие-то камеры считывают проезд на красный свет, там, да, выезд на встречку. Какие-то смотрят по не предоставлению преимущества пешеходам. Или чисто на скорость работают, на скоростной режим. Вот по какому принципу определяют, где какие комплексы ставить? Ну, принцип там простой. Принцип, если на перекрестках у нас там в перекрестках нету скорости, а основном там вид нарушения на встречную полосу, расположение проезжей части, запрещаешь сигнал светофора. Вот именно на таких участках, где является аварийным опасным участком, устанавливается комплекс именно перекресток. У нас и в городе Якутске такие перекрестки установлены 14 штук, а в городе Мирном Неринге по одному именно такие комплексы, потому что данный комплекс профилактирует правонарушение. Ну, понятно, А спасибо. вот скоростные камеры устанавливаем именно на линейных участках. Спасибо. Тимофей Михайлович, вот буквально вчера стало известно, что МВД запустила систему «Паутина» новую для розыска автомобилей и жалования штрафов. Вот она сейчас работает во всем Центральном федеральном округе, и сообщается, что к концу года ее внедрят в большинстве регионов России. Вот есть ли Якутия в числе этих регионов? Да, так точно. В республике Саха-Якутия сервис «Паутина» будет внедрен в 4-м квартале 2021 года.
Данный сервис «Паутина» он предназначен для совершенствования деятельности органов внутренних дел по пресечению, раскрытию преступлений, розыску транспортных средств, похищенных транспортных средств, выявлению административных правонарушений. Мгм. А вот по розыску автомобилей понятно, да, будет проще найти автомобиль, который в угоне находится, Да. например, да? А обжалование штрафов как с ее помощью делать? Ну, то есть гражданин, он сможет в системе, там, в сервисе, через интернет, то есть дистанционно подать ту или иную жалобу на постановление. Ну вот тот случай, который мы с горячей линией разбирали, например, когда оштрафовали за выезд Мгм. на красный свет за то, что человек пропустил скорую, Да. можно будет вот такую жалобу подать Да, то через есть эту систему, дистанционно, да. Дистанционно. Мгм. Понятно, спасибо большое. Ну что ж, у нас время нашей программы подходит к концу. Спасибо водителям за вопросы. Всем автомобилистам желаю зеленой улицы, а нашим гостям желаю заниматься только профилактической работой. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Встречай весну с Личи. Новая коллекция уже в магазине. ТЦ «Айсберг» второй этаж.